Здравствуйте! В эфире телепередача «Моя история» исторического парка «Россия. Моя история». С вами Людмила Аргунова. Первые 100 цветов украсят территорию исторического парка. Сегодня мы сажаем цветы. Мы присоединяемся к городской акции «Миллион цветов». И сюда входят и наши 100 пока 100 петуний, которые сажают сами сотрудники исторического парка. Но петунии самые неприхотливые цветы, во-первых. И они очень популярные, цветут красиво, разными цветами. Пока не знаем, какой у нас цвет будет. Но надеемся, что будет красиво. И просим посетителей наших, жителей города Якутска, тоже посадить у себя во дворах, на улицах цветы. Исторический парк «Россия. Моя история» приглашает вас на выставку Рюриковичи. Здесь вы можете познакомиться с историей первой российской династии князей и царей. Узнать что-то новое о средневековом быте и жизни обычных людей. Ключевые события в истории государства. Посмотреть документальные фильмы об истории государства, его культуре, религии. Также вы можете проверить свои знания в интерактивной викторине. Вы узнаете много интересного, посетив нашу выставку. Ждем вас! Исторический парк приглашает горожан принять участие в празднике «Радио детства», посвященному Международному дню защиты детей.
2 июня в историческом парке «Россия. Моя история» откроется новый выставочный проект «Русский Азов». На выставке впервые будет представлена история городов побережья Азова, в прошлом году вновь ставшего внутренним морем России. Этот масштабный проект реализовал фонд «Перспектива» совместно с Российским историческим обществом при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Одна из главных задач выставки – наглядно показать прошлое Азовского побережья, рассказать о его богатом культурном наследии и о неразрывной связи Азова с Россией, которую в течение последних лет пытались стереть из истории. Основу выставки составляют документы и артефакты ведущих музеев и архивов страны. Экспозиция разделена на 5 тематических блоков, десятки экранов, панорам, проекторов, 3D-моделей и сенсорных планшетов. Все это позволит совершить путешествие во времени, познакомиться с бытом кочевых племен Приазовья, узнать об известной битве на реке Калке, о зарождении кубанского казачества и вековых усилиях России по защите своих южных рубежей. На русском Азове оживили знаменитых выходцев из Приазовья – Антона Чехова, Архипа Куинджи, Фаину Раневскую, митрополита Игнатия. На экспозиция адресована посетителям от 12 лет. Каждый найдет для себя что-то особенно интересное. Здравствуйте, ребята! Мы стоим на нулевом километре столицы нашей республики, города Якутска. Отсюда мы начнем наше увлекательное путешествие в прошлое Якутска. Узнаем, какие у нас дома есть в нашем городе, которым свыше 100 лет. Узнаем их истории. Итак, начнем. Якутск был основан как крепость, острог в 1632 году сотником Петром Бекетовым, далеко от места, на котором сейчас расположен, на правом берегу реки Ленны. Острог – деревянная крепость, окруженная частоколом или стенами с башнями. Сотник – чин в армии, офицер, под командой которого находилось 100 человек. Острожек был построен на затопляемом месте талыми водами, поэтому пришедший на смену Бекетову казачий атаман Иван Галкин перенес острог в другое место, предположительно там, где сейчас расположен старый Нижний Бестях. Острог располагался в том месте около 6 лет и был в 1642 году перенесен воеводой Петром Головиным на новое место близ озера Сайсары, то есть на то место, где есть сейчас город. Казачий атаман – руководитель казаков. Атамана выбирали на собрании казаков, называемом казачий круг. Казаки – представители разных народов, сплотившихся в нашей стране в этносоциальную общность. Казаки представляли военное сословие. В перерыве между войнами занимались сельским хозяйством. Язык казаков – русский или малоросский украинский. Нижний Бестях – населенный пункт на территории Мегино-Кангаласского улуса. Воевода – воинское звание в армии. Воеводы также выполняли работу глав регионов. Озеро Сайсары располагается на территории города Якутска. Острог постепенно разрастался и превращался в город, и в конце 19-го, начала 20-х веков приобрел те улицы и строения, которые сейчас в данное время есть. На карте 1890 года мы видим строение. На месте с надписью «Остатки стен и башен» стояла башня, построенная в конце 17 века воеводой Преклонским. Почему-то ее называли башня Тыгына. Хотя башня никакого отношения к главе якутских племен в 17 веке Тыгыну не имеет. К 1922 году, год гражданской войны, таких башен бывшего острога было несколько. Была в сохранности также часть стены. Но Якутск был тогда в осаде, и остатки крепости горожане были вынуждены использовать на дрова. Осталась только одна надвратная башня. Часть острожного укрепления, построенная в 17 веке воеводой Преклонским, стояла в царское время на территории Соборной площади, ныне называемой Площадь Дружбы народов. Губернатор Крафт в то время предоставил проект реставрации данной башни, чтобы сохранить это историческое наследие, которое было одобрено Государственной Думой и Государственным Советом 28 мая 1911 года. В результате башня была отреставрирована и служила украшением сквера, который размещался на той же Соборной площади. Кроме башни
сквер украшал фонтан и разная растительность. Данный сквер впоследствии был назван именем губернатора Крафта. В 1967 году площадь начали реконструировать, и башню было решено перенести на территорию Краеведческого музея имени Емельяна Ярославского, где она стояла до 2002 года. Накануне празднования 370-летия Якутска историческая башня сгорела, и было решено ее воссоздать. Этим занимались народные мастера под руководством народного мастера Эрнста Алексеева, предпринимателей Василия Атласова и Андрея Высоких. Башня была реконструирована по мирным чертежам академика Александра Половникова и архитектора Николая Крадина. Исторический парк «Россия. Моя история» продолжает работу по проекту «Городские экскурсии». Запись ведется по телефону 40 35 97. На карте 1890 года помечена также Никольская церковь со своим кладбищем. Дело в том, что в старину людей хоронили прямо из церкви, прямо во дворе церкви. Церковь эта была построена на средства купца Ивана Шилова, но в советское время она была закрыта как церковь. В ней размещались разные учреждения, в том числе архив. В начале 90-х церковь была возвращена верующим. Она снова стала церковью. Ее отреставрировали, водрузили кресты, и она функционирует по сей день. Ждем вас со среды по воскресенье в историческом парке «Россия. Моя история» по адресу улица Ксенофонта Уткина, 5. С вами была Людмила Аргунова. До следующей недели.